Вашингтон готовится к открытию второго фронта, саботаж на заводе Rheinmetall и новые ограничения для белорусов. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Китай строит крепость на случай конца света. Причины авиакатастрофы в аэропорту под Вашингтоном. И первые визиты нового президента Сирии. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Поехали. К 2026 году Кремль захватит Киев и Львов. Если Вашингтон свернет поддержку Украины, то Россия пойдет в наступление, предупреждает американское издание The Hill. По их прогнозу, украинская армия в 2025-м столкнется с острой нехваткой оружия, что позволит российским войскам наступать без серьезного сопротивления. К 2026-му Украина потеряет ПВО, а значит Кремль сможет развернуть массированные бомбардировки. Даже несмотря на ожесточенное сопротивление, ВСУ к концу года могут рухнуть под натиском превосходящих сил противника. К 2026 году Украина потеряет эффективную противовоздушную оборону, что позволит России проводить непрерывные крупномасштабные бомбардировки. Вооруженные силы Украины продолжат мужественно сражаться, но, скорее всего, рухнут к концу того же года, что позволит России захватить Киев, а затем продвинуться к границе НАТО. После этого Россия использует украинские ресурсы для восстановления своей армии, выведет боевые части к границе НАТО и начнет подготовку к новой агрессии уже за пределами Украины. По оценке The Hill, к 2030 году Москва может быть готова к нападению на страны Альянса. Еще один ультиматум от Виктора Орбана, который угрожает сказать «нет» санкциям против Москвы. Премьер-министр Венгрии снова делает Брюсселю предложение, от которого трудно отказаться. Венгрия заблокирует очередной пакет санкций ЕС против России, если не будет восстановлен транзит российского газа через Украину. Будапешт настаивает, что резкий рост цен после прекращения поставок с 1 января неприемлем и требует вмешательства Евросоюза. Украина не желает пропускать российский газ через свою территорию, чтобы он мог достичь Центральной Европы, и при этом повышает цену на газ, что приводит к росту цен на все, даже на топливо. Это неприемлемо. Поэтому у нас не было другого выбора, кроме как очень серьезно и строго заявить, что если они не изменят ситуацию, то мы отменим санкции. Одна страна может это сделать. Проблема в том, что санкции против России требуют единогласного одобрения всех стран ЕС каждые 6 месяцев, и Венгрия этим активно пользуется. Еврокомиссия пока осторожно заявляет, что готова обсуждать газовый вопрос с Украиной, но никаких гарантий Венгрия не получила. Киев тоже не торопится что-либо решать. После 3 лет войны он не видит смысла давать России новый источник доходов. В испанской провинции Мурсия на заводе немецкого оборонного концерна Rheinmetall прогремел мощный взрыв. 6 рабочих получили ранения различной степени тяжести, 5 из них госпитализированы, 1 получил помощь на месте. Причины инцидента пока не установлены, но, учитывая недавние события, возникают серьезные вопросы. Завод специализируется на производстве артиллерийских боеприпасов и минометных снарядов. В декабре 2024 года концерн заключил контракт с Министерством обороны Украины на поставку зарядов для артиллерийских орудий калибра 155 мм. Поставка нескольких десятков тысяч таких модулей была запланирована на январь 2025 года. В июле 2024 года спецслужбы США и Германии сорвали покушение на главу Rheinmetall. По данным CNN, Кремль планировал серию убийств руководителей оборонных предприятий в Европе, и Армен Паппергер был одной из целей. Китай строит военный командный центр в 10 раз больше Пентагона. Пока мир следит за Тайванем и конфликтами на Ближнем Востоке, Пекин молча возводит нечто эпическое – военный командный центр размером с целый город. Многокилометровые туннели и бункеры под землей для высшего руководства страны. По данным Financial Times, американская разведка уже давно держит объект под прицелом. В Пентагоне его называют Пекинским военным городком. Главная фишка этого объекта – непробиваемость
непробиваемая защита. Китайские инженеры закладывают усиленные бетонные конструкции и строят сверхглубокие бункеры. По сути, это не просто военный штаб, а укрепленная крепость на случай апокалипсиса. Если это подтвердится, этот новый передовой подземный командный бункер для военного руководства, включая президента Си как председателя Центральной военной комиссии, сигнализирует о намерениях Пекина создать не только обычные вооруженные силы мирового класса, но и передовой потенциал ведения ядерной войны. Зачем Китаю такое мегастроительство? Версий несколько. Либо Пекин действительно готовится к глобальной войне, либо это ответ на ядерное давление США и наращивание военных баз в Тихоокеанском регионе. Одно ясно точно: в мире, где Китай строит такие объекты, жить становится все тревожнее. Как думаете, к чему на самом деле готовится Китай? Пишите в комментарии свои мысли, очень ждем. НАТО предлагает США усилить военное присутствие в Гренландии, чтобы разрядить напряженность вокруг статуса острова. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что Вашингтон должен взять Гренландию под контроль, чтобы не допустить проникновения Пекина в Арктику. По его словам, Китай может использовать остров в своих стратегических интересах, что изменит баланс сил в регионе и в мире. Гренландия — это ключ к Арктике. На острове уже есть американская военная база Туля, но теперь НАТО и США хотят укрепить свое присутствие. Это вписывается в новую арктическую стратегию Запада, направленную против России и Китая. В Германии протестуют против голосования ХДС с ультраправыми. После того, как ХДС поддержал ужесточение миграционной политики голосами альтернативы для Германии, по всей стране прошли массовые протесты. Десятки тысяч людей выходили на улицу, осуждая союз ХДС-ХСС с ультраправыми. В Берлине перед штаб-квартирой ХДС собрались 6 тысяч человек, в Ганновере 7 тысяч. По словам полиции, протесты проходили мирно, но руководство партии заранее эвакуировало своих сотрудников из штаб-квартиры, опасаясь блокировки здания. Вчера вечером ХДС разрушила Брандмауэр в Бундестаге. Это скандал, это абсурд, это атака на бесконечное число меньшинств в этой стране и на наш основной демократический порядок. И именно поэтому мы сегодня собрались здесь, перед зданием Конрада Аденауэра, чтобы выразить свое несогласие. Мы против этого. Гражданское общество сейчас — это Брандмауэр, и мы не допустим этого. Акции прошли в Мюнхене, в Дортмунде, Лейпциге, Дрездене и других городах. В интернете к протестам призвали СДПГ, зеленые, профсоюзы и общественные организации. Германия снова столкнулась с проблемой. Консерваторы все чаще пересекаются с ультраправыми, и общество явно не собирается это терпеть. Кровавая резня в поезде Томск-Адлер. Пенсионер с мачете порезал пассажиров и спокойно залез обратно на полку. 67-летний мужчина напал на своих попутчиков с мачете. Сначала он спокойно попросил их выйти из купе, но когда получил отказ, достал огромный нож и начал им размахивать, как в фильме ужасов. Мужчина и женщина, которые оказались с ним в одном вагоне, получили ранения. Проводники вызвали полицию, и поезд экстренно остановился на станции Барабинск в Новосибирской области. Но на этом шоу не закончилось. Нападавший попытался спрятаться на верхней полке, а когда силовики в шлемах попытались его достать, отбивался ножом. Но против кочерги и целого отряда у него шансов не было. Его вытащили, скрутили и отправили в отдел. У него там нихуя в голове нету, походу. Не, ну смотри, они его, походу, оттягивают. Смотри, видишь, из угла выбили. Да. Теперь вместо Адлера он поедет в тюрьму. Против него возбудили дело по статье «Покушение на убийство». Пострадавших госпитализировали. Более полное видео с последствиями вы можете увидеть в нашем телеграм-канале. Не забывайте подписываться на него. В аэропорту не хватало диспетчеров в день столкновения самолета компании American Airlines с военным вертолетом под Вашингтоном. Причины катастрофы пока не установлены. Известно, что координацию полета осуществлял один только диспетчер, что вызывает вопросы о возможных ошибках в управлении воздушным движением. Дональд Трамп не упустил случая высказаться, заявив, что программа инклюзии и многообразия в Федеральном управлении гражданской авиации якобы привели к снижению стандартов и, как следствие, к трагедии.
hearing, vision. Проблемы со слухом, зрением, отсутствие конечностей, частичный паралич, полный паралич, эпилепсия, тяжелая умственная отсталость, психические отклонения и карликовость. Все они подходят для должности диспетчера самолетов. Эти инициативы являются частью плана по найму сотрудников, ориентированных на разнообразие и вовлеченность. Подумайте об этом. Первые визиты совершит новоизбранный президент Сирии Ахмед аш-Шара, который недавно возглавил новое правительство страны. Он отправляется в Анкару на первые переговоры с Реджепом Таyyипом Эрдоганом. Перед этим он посетит Саудовскую Аравию, но главные интриги крутятся именно вокруг его визита в Турцию. По данным СМИ, центральной темой переговоров станет борьба с Рабочей партией Курдистана, организацией, которую Турция считает террористической. Анкара годами требует от Дамаска жестких действий против курдских вооруженных формирований, а сейчас, после смены власти в Сирии, у Эрдогана появился шанс выбить себе максимально выгодную сделку. С падением режима Асада ослабла и Российская Федерация, соответственно, она не сможет уже вставлять палки в колеса Китаю, а Китаю, соответственно, намного будет легче договориться, например, с той же Турцией, которая сейчас, насколько мы понимаем, будет брать какое-то своего рода шефство над восстановлением Сирии, потому что традиционно эти две страны всегда были, скажем так, в спайке шли еще раньше, у них был товарооборот около на $1,5 миллиарда долларов. К тому же новые сирийские власти требуют Россию выдать Асада. Звучит это примерно как «не видать вам военных баз, если мы его не получим и не казним». Власти Беларуси решили еще немного подкрутить гайки. Теперь владельцам пустующих и так называемых тунеядских квартир придется раскошелиться. С 1 января для таких объектов ввели повышенные тарифы на коммунальные услуги, и это новшество действует задним числом. То есть, если ваша квартира пустует или вы числитесь в тунеядцах, готовьтесь платить больше. Ранее власти уже пытались бороться с так называемыми тунеядцами, вводя различные ограничения и повышенные тарифы, но теперь они пошли дальше, распространив повышенные ставки и на пустующие квартиры. Это решение может ударить по тем, кто, например, временно уехал из страны или имеет жилье, которое не используется постоянно. Эксперты предупреждают, что такие меры могут привести к росту социальной напряженности и увеличению числа должников по коммунальным платежам. Кроме того, возникает вопрос о законности применения новых тарифов задним числом. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Ну, у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.